Так, добрый вечер, добрый вечер. Слышно меня? Машите рукой. Видно меня, слышно? Да, да. Добрый вечер. О, вижу. Добрый вечер всем. Да, сейчас мы всех примем, участников конференции. И приняты, да? Можно начинать. Принять. Ну, начнем потихонечку. Так, давайте. Внимание на экран. Слушайте меня внимательно. Вот. Я, конечно, не знаю, кто из вас сегодня первый раз, а кто уже слушал наши конференции. Это 6-я конференция по счету. Но я объясню, для чего мы проводим эти конференции и что за проект, в который вы сегодня, может быть, впервые подключились. Проект называется «Клуб юных писателей и поэтов Республики Башкортостан». Он предназначен для деток с 10 до 18 лет, тех, которые творческие детки, которые обладают фантазией, которые любят сочинять именно сказки, да, вот, фантазировать, сочинять. И этот проект предполагает, меня зовут Светлана Марселевна, или тетя Света, да, предполагает научить тех, кто хочет этому научиться, писать сказки. Вот, писать сказки самим вам. Вот. Это уже вот 6-е занятие, как я говорю. До этого мы учились выбирать главного героя сказки, учились составлять сюжет и композицию, учились различать сказки по жанрам, их очень много самых разных. Все это вы сможете посмотреть на сайте «Клуб юных писателей и поэтов Башкортостана». Вот. Сайт создан Домом детского творчества Уфимского района. Проект продвигается и осуществляется при участии Союза писателей Республики Башкортостан и Фонда содействия гражданскому обществу. Этот проект очень интересен тем, что в дальнейшем он завершится и продлится, и завершится конкурсом «Лукоморье», конкурс детских сказок, которые вы будете сами писать. Уже с 1 декабря, совсем немного времени осталось, вы можете присылать ваши сказки, которые вы сами напишете, на сайт «Клуб юных писателей и поэтов Башкортостана». А жюри будет оценивать эти сказки по 5-бальной системе. Вот, вы тоже посмотрите, какие критерии оценки на сайте. Но самое главное, я хочу сказать, что сказки должны быть интересными. Вот. На организатора переключите мне, я вам буду помогать. А куда? Меня организатором переключите, пожалуйста. Так, а как это сделать? Как это сделать сейчас? Ну, вот до этого как делали? Сейчас, я вот просто не вижу, где вы. Вот, ага, все, сейчас. Сейчас переключу. Так, сделать организатором, да? Все получилось? Получилось? Ага, сейчас, секунду. Вот. Получилось, да? Да, все нормально, можете работать. Все, продолжаем тогда работать. Перед тем, как перейти вот к теме нашего занятия, башкирские народные сказки о животных. На прошлом занятии мы рассматривали русские народные сказки о животных. Я вам хочу сказать одну потрясающую новость. Вот вы знаете, что в Ютубе по количеству просмотров
самое популярное. Вот меня тоже беспредельно это удивило. Самая популярная в Ютубе – это сказка «Маша и медведь». 7 миллиардов просмотров. Вы только представьте себе, сказка «Маша и медведь» по всему миру в Ютубе посмотрели 7 миллиардов человек. Представляете, что это такое? И как это интересно сочинять с самим сказкой, да? Как это интересно сочинять с самим сказки. Но для того, чтобы их сочинять, надо их читать. Во-первых, очень много разных сказок, да? Во-вторых, учиться их сочинять. Если вы действительно хотите серьезно это делать, то записи наших предыдущих занятий можно посмотреть на сайте Клуб юных писателей и поэтов. Они все занятия записаны. Вот. А сегодня я хочу вам рассказать про башкирские народные сказки о животных и про то, чем же они отличаются от русских народных сказок о животных. Вот поможет мне в этом вот такая книга замечательная, она так и называется, да? «Башкирские сказки и легенды». Вот, она издана в издательстве «Китап», очень красиво издана, с картинками. И там целый раздел посвящен сказкам о животных. Да? На прошлом занятии я говорила о том, что сказки о животных нам интересны потому, что в животных отражаются характеры людей, да, и в поступках животных отражаются характеры людей, ситуации, связанные вот с человеческим общежитием. Поэтому нам интересно эти сказки читать. Так же вот как «Маша и медведь», да, 7 миллиардов прочитала, потому что там вот такая очень такая подвижная девочка Маша, очень озорная, да, и вот ее характер там, и ее взаимоотношения с медведем, и это все нам очень интересно смотреть. Это и мой тоже любимый мультик, кстати. Но вот прочитав башкирские сказки, я поняла, что среди них есть очень оригинальные сказки, которых нет, вот, допустим, оригинальные сюжеты, которых нет в русских народных сказках, да. И сначала я вам расскажу про оригинальные сказки, а потом уже мы, если время хватит, остановимся на тех башкирских сказках, в которых сюжеты похожи на сказки о животных русские, да. Ну вот одной из таких, на мой взгляд, оригинальных сказок является сказка «Лиса-сирота». Я немножечко вам сюжет расскажу, о чем она. Ну, как всегда, собрались звери: медведь, волк, собака и заяц в лесу, да, и стали думать, как же им выжить зимой, когда будет холодно, нечего кушать, да. И медведь предложил построить избушку и купить корову. Да? И вот они все лето строили избушку, купили корову на ярмарке, пасли ее, собака ее пасла, заяц искал, где хорошая высокая трава, волк эту корову доил, и из коровьего молока... Вы нашей учительницей будете? Да, я ваша учительница, да. Из этого молока звери сделали целый горшок большой масла, да, и спрятали его на чердаке, чтобы зимой жарить картошку на этом масле. Ну, как всегда, в сказках, да, главная героиня у нас и русских сказок, и башкирских, это, конечно, кто? Лиса. Она же хитрая, да, она такая коварная лиса, да. И здесь тоже постучалась в дверь в избушке лиса, представилась сиротинушкой полной, вот, и попросилась к ним жить. Звери приняли ее к себе, вот, и она им очень понравилась, потому что она всем пыталась угодить, даже зайцу. Вот, что странно, да, чтобы лиса еще и зайцу угождала. А потом лисичка, прознав про масло, решила все его съесть, естественно. Она же любит масло. И она же хитрая, она долго думала, как же это сделать. И вот что она придумала. Она выскочила на улицу, постучала в окошко, изменила голос и сказала обитателям избушки, что
Барсук приглашает лисичку на рождение своего сына и просит дать сыну имя. Потом лиса забежала в избушку, звери ей передали это сообщение, и она убежала. И, конечно, она ни к какому барсуку не пошла, а залезла на чердак и наелась масла, сколько смогла. Вот от пуза наелась, вернулась. Ее спрашивают друзья: ну как, чем тебя угощали? Она говорит: ну вот гусем меня угощали, облизывается, довольная, да. А как же ты назвала, спрашивают звери сына барсука. Она отвечает: башбала, по-башкирски башбала, а в переводе на Башмала? башбала, башбала. Баштун кала. Да, башбала. А в переводе на русский это означает початочек. То есть она почала, почала горшок с маслом, да. Ну, и второй раз она тут же проделала маневр, да, и вернулась, когда звери спрашивают: ну, как же ты назвала опять ребеночка? Она говорит: уртанцы, уртанцы. В переводе на русский уртанцы означает середочка, то есть она съела середочку, да, середочку в кувшине с маслом. Вот. В третий раз она сказала, что назвала ребеночка уже Кинья. Кинья. То есть Кинья в переводе на русский язык означает поскребыш. То есть таким образом она поведала своим друзьям, что она съела весь горшок масла. Но они, конечно, ничего не поняли. Вот видите, как здесь вот башкирские слова очень органично вплетаются в ткань сказки и делают эту сказку интересной и оригинальной. Вот. А когда животные решили все-таки пожарить картошку, наконец, зимой, отправили лису на чердак, она сделала вид, что ничего не знает, и кто-то масло украл, что масла уже нет в горшке, да. Звери страшно рассердились, они же проголодались, долго думали, как же понять, кто вор, и придумали такое, что развели громадный костер, сели вокруг него и решили, что у кого масло выступит на животе, тот его и съел, да? Вот таким хитрым образом решили вора найти. Но медведь зимой, как вы знаете, любит поспать, он заснул, конечно, от огня, и все другие звери, и волк, и собака, и заяц заснули. Вот. А у лисы, конечно, на животе выступило масло, которое она съела. Она собрала его в кумган. Кумган, знаете, что такое башкирский, да, такой кувшин? Это вот, наверное, у многих бабушек есть такие кувшины. В башкирских деревнях до сих пор они сохранились. Вот, собрала в кумган это масло и облила медведя. Когда звери проснулись, увидели, что медведь весь в масле, они решили его наказать. Ну, очень сурово повесить. Вот. Но медведь же сильный, он зарычал, что это неправда, давайте еще раз проверим. Вот еще раз развели костер. Медведь опять заснул, а звери бодрствовали и увидели, что лиса вся покрылась маслом, собрала это масло в кумган опять и облила медведя. И тогда они злодейку решили наказать и прогнали из своего дома на произвол судьбы. Так что вот хитрость не прошла. Но вот эта сказка, она отражает и отношения между людьми, да, кто-то вот добрый, кто-то порядочный, кто-то хитрый, да, и вот отношения к продуктам питания. Вот у башкира очень много сказок, посвященных продуктам питания. И вот такая оригинальная совершенно сказка рассказывает об одном из самых любимых занятий башкирского народа. Это бортевое пчеловодство. Вы знаете, да, что башкирский мед славится на весь мир. Вот. А особо славится бортевой мед, то есть мед в бортях. То есть борти – это такие дупла в деревьях, вот, глубокие дупла, где живут пчелы, и они там вот собирают мед.
До сих пор борти сохранились в Бурзянском районе. Вот я сама видела, как бортевики залезают на огромные деревья, достают оттуда мед, и этот мед очень ценится. Он очень полезный, он очень целебный. Вот. А сказка «Медведь и пчелы» повествует о том, как медведь вот раньше грабил пчел, он же любит мед, он залезал на высокие деревья, забирался лапой в борте и поедал мед, несмотря на то, что пчелы его кусали, забирались в его густую шерсть, он бросался в реку, там, значит, пчел стряхивал с себя и снова забирался на дерево и поедал мед. И однажды за этим занятием его застал башкир-охотник, и он рассердился, потому что медведь весь мед съедал, ничего пчелам не оставлял, и пчелы зимой погибали от голода. И вот охотник решил наказать медведя. Он с топориком залез на дерево, хотел его, медведя, ударить по голове, но промахнулся, ударил по хвосту и отрубил хвост. И с тех пор медведь стал бесхвостым, да, вот такая легенда башкирская. А охотник занялся вот бортевым пчеловодством. И он, на удивление пчел, не взял у них мед, оставил им на зиму, а взял только часть меда уже летом. Таким образом, дав возможность пчелам выжить. Вот такая интересная сказка народная о животных рассказывает нам о быте башкир, да, и о самом любимом их занятии, вот, бортевом пчеловодстве. Но опять же, вот и башкирские народные сказки, так же, как и русские народные сказки, отражают вот взаимоотношения между людьми, да, показывают и какие-то такие стороны быта и жизни, да, вот такое мы видим в сказке «Лисостроитель». Вот. Медведь у башкира, он такой охотник, да, он такой свирепый зверь, его боялись, да, он охотился, задирал там и коз, и овец, но вот к старости одряхлел, больше не смог охотиться и решил заняться разведением кур. Стал он кур разводить, но коршун их похищал, и как бы вот не получалось ничего у медведя. И тогда он решил построить курятник, чтобы оградить кур от коршуна, да, и никого-то пригласил строить курятник, хитрую коварную лису, да. Вот. Лиса ему построила курятник, но куры все равно пропадали. И медведь не мог ничего понять, как же, от чего же это происходит. Вот. И только волк догадался, что лиса хитрая сделала лаз, вот, и через этот лаз проникала в курятник и воровала кур. И здесь уже вот не как в сказке лиса-сиротинушка лису ждала расплаты, ее просто звери разорвали на части. То есть это была очень суровая расплата. Ну вот есть такая сказка, тоже достаточно... Завтра у нас такой же урок будет? Нет, урок будет другой, в понедельник, не завтра, а в понедельник. Вот. Он будет посвящен богатырским русским народным сказкам. Вот. Вообще я вам очень советую вот эти башкирские сказки взять и почитать, да, и использовать, может быть, если вы хотите сочинить свою сказку, какие-то слова башкирские, может быть, даже, да, вот использовать вот особенности названий наших рек, да, гор, озер башкирских. Это будет очень интересно и сделает вашу сказку оригинальной.
Вот это мой совет, да. Ну, просто посмотрите, какие есть башкирские названия вокруг, да. Как называются по-башкирски наши реки. Допустим, Карайдель, Акидель, да, Белая и Черная река. Вот. Ну вот еще такая интересная особенность и оригинальная такая есть небольшая сказка, которая называется «Два бурсука». И суть этой сказки можно выразить в такой короткой, лаконичной пословице, что русской народной: лучше синица в руках, чем журавль в небе, да? То есть, ну, лучше, вот, как бы эта пословица говорит о том, лучше иметь что-то небольшое, малое сегодня, чем что-то большое в будущем, да? Лучше синица в небе, чем журавль. Ой, синица в руках, чем журавль в небе. Вот. А в этой сказке эта пословица звучит немножко по-другому. Лучше сегодня яйцо, чем завтра курица, да? Лучше иметь сегодня яйцо, чем иметь завтра курицу. И коротенькая такая сказка рассказывает про двух барсуков, которые поспорили. Один говорит, надо ловить мышей, а другой говорит, нет, надо найти верблюда. То есть мыши это мало. И вот один стал ловить мышей, а другой барсук отправился на поиски верблюда. Естественно, он не нашел этого верблюда, вернулся уставший. И вот другой барсук, который наловил мышей, говорит ему, лучше иметь яйцо сегодня, чем курицу завтра. Вот такие вот как бы такую мораль можно из этой сказки извлечь. Но сказки нас всегда чему-то доучат, да? Они же не просто так пишутся. Вот я вам расскажу одну историю. Мне буквально недавно рассказали, что сказка даже может помочь в жизни. Сказка может помочь в жизни осуществить какую-то мечту. Фотки у тебя? Да. Нет. Или решить какую-то проблему. Нет, видишь? Да. Нет. Да. Нет, видишь? Вот. Давайте отключим звук, вы мне просто мешаете. Вот. Мне рассказали про одну женщину, у которой был очень большой долг денежный, да, очень большой, и она не могла его заплатить, и ее могли выселить даже из квартиры, в которой она жила. Вот. И кто-то посоветовал ей написать сказку, в которой эта проблема бы ее разрешилась. И она написала такую сказку. И на следующий день ей пришла смс-ка по телефону о том, что огромный долг списан. Понимаете, вот с каким-то чудесным волшебным образом сказка помогла разрешить проблему. Вот. И сказка может и, наверное, помочь какую-то мечту осуществить, если она у вас есть. Вот если ее выразить такой в сказочной форме. Это вот очень интересный момент. Это какой-то, даже я бы сказала, феномен, да, сказки. Но вот оригинальная башкирская сказка «Заяц и лев». Вот, казалось бы, откуда героем сказки башкирской стал лев, да? Ну, у нас же вроде как только медведи, волки там водятся, да, в нашей республике. А один писатель, вот историк Радик Вахитов, мне рассказал, что в очень давние-предавние времена, стародавние времена, вроде как и у нас на территории водились львы. Вот. И, возможно, вот эта сказка «Заяц и лев» как бы сохранила вот этот факт существования таких африканских, в общем-то, зверей и на нашей территории. Вот. Суть в том, что вот в лесу появился лев, и он был очень грозный, он устрашал всех зверей, требовал каждый день кого-то к себе на обед или на завтрак. И звери собрали собрание, решили, что, конечно же,
пойдет к нему на обед заяц, как самый слабый, самый маленький, да? Вот. И заяц, трясясь от страха, отправился вот ко льву на обед. Пришел к обеду, лев очень рассердился на него, закричал: почему ты так поздно пришел, я ждал тебя на завтрак. Но заяц говорит: извини, извини, вот тут еще один лев объявился в нашем лесу, и он съел другого зайца, и я как бы вот задержался около того льва. Тут этот лев рассердился и закричал: покажи немедленно мне того льва, я его разорву на части. Видите, заяц повел его, хитрый заяц, оказался хитрый, как лисица на самом деле. И привел к колодцу, лев заглянул в этот колодец, увидел свое отражение, в ярости прыгнул, подумал, что это тот лев, прыгнул на это отражение и утонул. То есть это вот сказка о том, что и даже слабое существо, если оно применяет какой-то ум, да, и хитрость, изворотливость, может победить сильное существо. Вот. Но есть и сказки чем-то похожие по сюжету. Среди башкирских народных сказках они похожи на русские народные сказки. Вот, например, очень оригинальная сказка башкирская, похожа на русскую сказку «Колобок», с одной стороны, да, по сюжету, а с другой совершенно на нее не похожую. Вот. Я вот вам просто приведу эту сказку в пример. Она называется «Козел и селезенка». Вот начинается с того, что в давние времена жили два хана. Вот и однажды они решили устроить пир на весь мир, зарезали овцу, стали ее варить, но из казана выскочила селезенка. Да? В русской народной сказке от деда с бабой убежал колобок. Да? А в башкирской народной сказке от двух ханов убежала селезенка. И вот она побежала по дороге, вот, и по дороге ей встречались разные персонажи. Первой встретилась ворона, она спросила: селезенка, селезенка, куда ты идешь? Вот, ворона. Нет, первая селезенка встретила воробья и проглотила ее, да, потом ворону проглотила селезенка, да, ведь кто ее не спрашивал, она всех глотала. Вот потом и встретился косарь, она селезенка, как и колобок, говорит: я проглотила воробья, проглотила ворону, и тебя, косаря, проглочу, да. Вот. После этого продолжала по свой путь. И встретила она 7 дочерей ткача шелковых тканей, и их проглотила. Потом она встретила она 9 сыновей Дамриста, вот, и их тоже проглотила. И как вы думаете, на ком же споткнулась селезенка? Да? Вот колобок в русской народной сказке споткнулся на лисице, которая притворилась глухой, попросила сесть колобка себе на нос и проглотила его, да? А тут селезенки, такой прожорливый, который всех по пути глотала, да? Попалась не лисица, а козел. Козел, вот, появился новый персонаж, да? И козел сказал, когда селезенка ему ответила, рассказала свою историю, как она всех по пути глотала, да? Козел сказал: ладно, я тоже согласен, ты можешь меня проглотить. Только встань вот внизу горы, я разбегусь, чтобы половчее попасть тебе в рот, да? Но селезенка послушалась козла, он разбежался и рогами ее проткнул, и оттуда все как бы съеденные
персонажи этой сказки вышли живые и невредимые. Вот это тоже вроде бы сюжет тот же самый, как и в русской народной сказке, да? Про колобка и животных, зверей разных, но он совершенно оригинальный, он совершенно не похожий, да, и очень интересный. Вот. Ну, интересно, вот сказка про петуха и батыра, петуха Батыра. Ну, я вот тоже таких сказок не встречала. Не встречала. Петух Батыр. Вот тоже поищите, может быть, найдете в интернете, почитаете. Хорошо, поищем. Да. Здесь тоже, как обычно, жили-были старик со старухой, начинается, многие сказки, да, и русские народные. И они долгое время работали, вот тут на берегу речки Улаклы, я вот такую речку не знаю, но они жили именно на берегу речки Улаклы, и они вот всю жизнь работали на бае, да, баи, знаете, что такие баи были раньше? Ну, это вот такие, как повелители, да, повелители, хозяева. И когда они состарились, бай их выгнал, естественно, они стали ему не нужны, и старик со старухой вырыли землянку, стали жить там. И кто-то, добрый человек какой-то, подарил им курочку и петуха. И однажды курочка начала нести яички, а петух стал рыться на свалке и нашел большую ложку деревянную. Вот ложку он нашел. Он подумал, что эта ложка ему не нужна, пинул ногой, и она упала в речку. А петух вслед за ней упал и как бы оказался в ложке лодки и поплыл по реке. И во время вот этого своего плавания к нему там просились многие животные, и он их к себе принимал, там и гусака он взял на борт, гусак стал гребцом, да, и козла он взял к себе на борт, вот. Потом он принял даже на борт этой ложки быка огромного, да, как они все там умещались в этой ложке. Вот, они плыли, долго ли, коротко, взяли, значит, это самое. И кота даже взяли. Вот, то есть такая компания в ложке. Вот, значит, гусак, петух, козел, вол и кот. Вот они плыли в этой ложке, и пока не наступила ночь. И они проголодались и остановились на берегу, и вот кто чем смог, тот тем и подзаправился. Вот здесь очень тоже интересное отражение такого быта башкирского, да. У нас очень много рек в Башкирии, и раньше занимались башкиры тем, что по рекам сплавляли плоты, сплавляли дерево. И вот мне кажется, что в этой сказке такая вот историческая правда отразилась, когда деревянная лодка-ложка, и на ней вот по красивой реке плывут разные животные. Вот таким образом башкирские сказки интересны тем, что они отражают вот быт и характер именно башкирского народа, и род их занятий, да, отношения между людьми и так далее, и так далее. И есть в этом свое своеобразие большое. И это вы тоже можете использовать, как бы сочиняя свою сказку. Ну, а теперь я хочу вам сказать о том, что если кто-то действительно серьезно хочет заняться сочинением своей сказки и поучаствовать в конкурсе «Лукоморье», то вы можете мне
задавать вопросы по WhatsApp. Я открыла в WhatsApp группу, которая называется, как и наш конкурс, «Лукоморье». Вот, запишите, пожалуйста, телефон. Запишите телефон, если у кого-то вопросы есть. Вот, и пришлите мне на этот телефон, ваш телефон, и я вас включу в группу. 8 917 742 0788. Меня зовут Светлана Гафурова. Еще раз я повторяю. Вот я писатель, журналист, поэт, член Союза писателей Республики Башкортостан. И я думаю, мы с вами и дальше продолжим наши занятия и наши разборы сказок. Все записали? Повторить надо кому-то? Повторить телефон? Еще раз. 8 917 742 0788. Вот я вижу Руфину из Учелов. Там в Учелах тоже очень интересные названия и озер, и рек, вот, да, такие связанные с башкирскими этнонимами. Вот если Руфина будет такую сказку писать, обрати, пожалуйста, на это внимание, как их можно использовать. Я в этом конкурсе уже участвовала когда-то. Что? Я в этом конкурсе уже в Уфе участвовала. Вот, видишь, вот, да, вот как бы подумай над этим, что можно, как можно использовать вот это наше национальное своеобразие в сказке, но чтобы это было умеренно, как бы, вот, и понятно всем людям, да, не только башкирам. Не надо злоупотреблять, может быть, да, и можно какие-то легенды, вот, связанные с озерами вокруг Учелов тоже использовать, там очень интересные озера есть, вот, и названия гор есть интересные, есть менгиры учелинские, да, это древние такие вот, как Стоунхендж. Вот я вам для того и рассказываю о башкирских народных сказках, чтобы вы обязательно их взяли в библиотеке и почитали. Вот. И почитали, и подумали над ними, и подумали над тем, как они отличаются от русских народных сказок о животных, как они повторяют, может быть, какие-то сюжеты общие. Вот. И вполне могли бы использовать это вот и для участия в конкурсе. Ну, я вот жду вопросы. Какие-то вопросы есть? Все понятно, да. Акраму все понятно, он кивает, мотает головой, да. Ну, я думаю, вот когда вы начнете свою сказку сочинять, вопросы возникнут. Светлана Марселевна, меньше минуты осталось. Минуточка осталась, да? Меньше. Ну вот я с вами прощаюсь и сообщаю, что следующее наше занятие состоится в понедельник следующий и будет посвящено русской богатырской сказке. Вот, и героям русской богатырской сказки. И на той же